Фильм «Австралия» представляет. Я из другого мира. Я не знаком с магией. И я не знал, что нельзя брать голос. Но ты же взял его. Да. Ты признался. Ты приговорен к изгнанию. Уведите его. Пол в параллельном мире. И если мы будем сидеть сложа руки, он останется там навсегда. Производство «Фильм Австралия» совместно с телевизией «Польская». «Чародей», 6-я серия. Авторы сценария Марк Шоревс и Джон Томпсон. В ролях Збых Трохимюк, Гося Петровска, Брайан Руни, Микела Нунан, Хитер Митчелл, Эндрю Макфарлан, Кшиштоф Кумар, Рафал Зверш и другие. Операторы Мартин Макград и Дэнни Беттерхэм. Художник Николас Маккеллум. Композитор Ян Дэвидсон. Продюсер и режиссер Ноэл Прайс. Ашка, ты не представляешь, что у меня есть. Это фейерверк. Он вчера так напугал диких. И я, кажется, понял, как вызвать его магию. Смотри. Отойди подальше. Порох штука опасная. Он такой маленький. Извини, я сам не ожидал. Прости, если я тебя испугал. Хватит. Иди к мальчишке и выведай у него, как сделать фейерверк. Я должна узнать секрет пороха. Доброе утро! Я привез дань чародеям от нашей деревни. Простите, сэр. Тебе здесь не место. Мне нужно видеть чародея Ашку. В замок можно входить только чародеям и их слугам. Убирайся отсюда. Я должна отдать ей коробочку. Это вещь мальчика из другого мира. Ашка его привезла сюда. Эй, Ворин, Да? иди сюда, посмотри. Что это? Она говорит, это вещь мальчишки. Неужели? Осторожней, ты ее сломаешь. Уходи, возвращайся в свою деревню. Эй! Открой дверь! Ты ее видел? Нет. Если ее схватят, ей не поздоровится. Открывай ворота.
Привет, Пол. Ашка была потрясена фейерверком. Она хочет знать, как делают порох. Не скажу, пока они не пообещают, что помогут мне вернуться домой. Как ты смеешь так отвечать ученику? Ты тюремная крыса. Тебе никто не поможет. Никто! Отпусти меня! Отвечай, ну! Прекрати! Твое поведение недостойно ученика. Он меня оскорбил. Пол, идем со мной. Регенты решили, как со мной поступить? Пока нет, но разве справедливо держать тебя в подвале? У нас не каждый день появляются гости из другого мира. Значит, ты веришь мне? Давай ты сначала помоешься, а потом поговорим. Катрина, что ты здесь делаешь? У меня идея. Давай расскажем о моей догадке отцу Пола. Не знаю, Катрина, мне что-то не хочется. Но он же ученый. Если он решит, что я права, он поможет нам вызволить Пола из параллельного мира. А от меня что требуется? Ты должен к нему пойти, ты же друг Пола. Только не я, Катрина. Если ты не пойдешь, я всем скажу, что ты в меня влюбился. Да кто же тебе поверит? Поверят, когда увидят вот это. Дорогая Катрина, ты давно в моем сердце. Я люблю тебя. Это не моя подпись. А кому это известно? Можешь рвать, у меня полно копий. Ну как? Тебе лучше? Да, гораздо. Гривен, принеси еще воды. Спасибо, Гриван. Скоро будем обедать. Я ученик, а не слуга. За что ты меня наказываешь? Я тебя не наказываю. Я хочу, чтобы Пол считал меня другом. Зачем? Гривен, как знать, какими секретами он еще владеет? Если Пол мне поверит, он откроет мне их. Он нам пригодится, Гривен. Пол, тебе хватило воды? Пол? Куда она их положила? Пол?
Пол. Ну-ка, вылезай. Кто ты? Как ты пробралась в замок? Простите, Говори, когда тебя спрашивают. меня зовут Риана, чародей. Я хочу помочь Полу. Полу? Мальчишке, который уверяет, что он из другого мира? Так и есть. Я могу доказать. Вот это его камера. Я принесла для нее кассету. Я вам сейчас покажу мир Пола. Ну, давай. Не наводи на меня, может, это опасно. Да нет, там просто картинки, они двигаются. Не работает. Дай сюда. Секунду, я сейчас сделаю. Как ты смеешь перечить чародею? Не наводи на меня, может, это опасно. Как я там оказался? Еще что-нибудь, Пол? Попробуй овощи. Хочешь пирожное? Я сыт, спасибо. Как бы я хотел оказаться дома и рассказать обо всем отцу. Надеюсь, мы убедим регентов помочь тебе вернуться, если ты взамен поможешь нам. Чем же? Подойди сюда. Это карта страны чародеев. Вот замок. А это Клейхилл, откуда тебя привезли. А что это за башни? Это площадки, где могут приземляться наши корабли. Они там подзаряжаются? Они там... Не будем об этом говорить. А что здесь, море? Нет, это зона. Там живут дикие. И если их не остановить, они уничтожат нашу страну. Только могущество чародеев спасает нас. А почему они нападают? Они дикие. Во время своих набегов они разрушают наши деревни, воруют скот. Если бы ты научил нас делать порох, мы бы сумели защитить крестьян. Сделать порох нетрудно. Нужно взять... Почему мальчик здесь? Регенты приказали держать его в подвале. Я знаю, регент Корион, но ему нужно было помыться. Ты пускаешь в свою ванну всех заключенных? Идем со мной. Скорей за ними, выясни, что он задумал. Мы идем в подвал? Нет, в мой кабинет. Я хочу знать, как я попал вот сюда. Моя кассета! Где вы ее взяли? Риана! Я думал, что никогда не увижу тебя. Ты нашла кассету, спасибо. Покажи мне движущиеся картинки. Регенты поверят, что я из другого мира, когда увидят. Не слишком надейся. Риана? Не трогай. Что это? Просто игрушка, оставь ее в покое. Это модель Солнечной системы, Риана. Видишь, Земля круглая, и она движется вокруг Солнца. Покажи мне свой мир. Что это? Автомобили. На них можно ездить, как на лошадях. Это о них ты мне рассказывал? А это что? Заводы. Здания, где мы делаем разные вещи. Ты прав, Пол. Регенты поверят тебе. В нашем мире такого ужаса нет.
Слушай, может, не стоит идти? Отец Пола и так расстроен, мы еще больше его огорчим. Не волнуйся, отец полуученый. Он привык относиться ко всему рационально. Какая чепуха. С чего ты это взяла? Изыскания показали, что скалы, окружающие пещеру, в которой исчез пол, содержат магнит. И что? Когда рядом с пещерой упал кабель, возникло сильное электромагнитное поле. Ты даже не представляешь, что несешь. Но я видела Пола. Где он? Не слишком радуйся, дорогая. Боюсь, Катрина ошибается. Вовсе нет. Посмотрите. Рабочего электростанции ударило током. Потом нашли лишь его ботинки. Пол умер. Нет. Пол жив. Мы скоро его найдем. Иди-ка к себе. Я за тобой зайду, ладно? Вам лучше уйти. Пещера стала чем-то вроде мощного генератора. Если мы попробуем воссоздать этот эффект, то, возможно, сумеем вернуть Пола. Катрина, я рад, что ты хочешь помочь, но на самом деле все гораздо проще. Мальчика, по описанию похожего на Пола, видели в лесу в 30 километрах от пещеры. Сейчас полиция отправилась туда на его поиски. Отлично? Простите, что задержали вас, мистер Рейнольдс. Катрина, подожди, может, Пол в самом деле заблудился в лесу? Нет, Пол в параллельном мире. Но почему? Почему никто мне не верит? Я верю. Ты это так говоришь. Тебя же не было в пещере. Дело в том, что я... Ты тоже видел. Прежде чем кабель упал, я кое-что видел. Возможно, это был Пол. Почему ты молчал об этом? Я точно не знаю, что видел. Я не хотел, чтобы меня сочли психом. Что нам теперь делать? Пойдем в пещеру и попробуем найти путь в параллельный мир. Как? Не знаю. Поймем, когда попадем туда. Только нам с тобой все известно, Алекс. Мы единственная надежда Пола. А зачем вам так много этих заводов? У нас большое население, и людям необходимы разные вещи. Автомобили, стиральные машины, телевизоры. Телевизоры? Они похожи на эту камеру. Только к ним не нужны кассеты. Телевизоры есть в каждом доме. Зачем? Они показывают, что происходит в мире. Значит, все в вашем мире знают, что происходит в стране? Да. А у вас есть доспехи и голос? У нас есть лазеры, реактивные самолеты и компьютеры, которые думают в миллион раз быстрее, чем человек. А у нас есть воздушные корабли. А у нас ракеты, и наши люди побывали на Луне. Это невозможно, Луна слишком маленькая, на ней не поместится человек. Она величиной с яблоко. Так я и поверил. У Кориона есть модель Солнечной системы. Думаю, вы немало знаете о Луне и других планетах. Зачем ты ему показал? Зачем делать из этого тайну? Например, у нас астрономию учат в школе. Чародеи решают, что нужно знать людям. Для их же пользы. Для вашей пользы. Вы обладаете знаниями и властью, а они же условно рабы. С меня хватит! Неважно, откуда прибыл мальчишка. Он нарушил закон. Из его знаний можно извлечь пользу. Может, он сумеет отремонтировать наши воздушные корабли? Нет. Он и так слишком много о нас знает. В изгнании его. Может, позже еще разок его допросим? Ладно. Отведите его в подвал. Они не отпустят меня отсюда. Тебе не стоило спорить с Луканом. Завтра же извинись перед ним. А что случилось с вашими воздушными кораблями? Они были построены перед тьмой, когда чародеи владели огромными знаниями. Теперь мы даже не понимаем, как они летают. А если ломаются, не умеем их ремонтировать. Осталось всего 6 кораблей. Та же проблема с доспехами. Моя задача — восстановить утраченные знания. Может, ты мне поможешь? Я не слишком силен в физике, но попробую. Отлично. А что теперь будет с Рианой? О ней позаботятся. У них есть такая машина, называется компьютер, и их люди побывали на Луне. Если он выболтает секреты регентам, мне это невыгодно.
А если завтра его не найдут? Вставай. Книги надо читать, а не спать на них. Чародей, регенты поверили Полу? Он произвел на них впечатление. Когда меня отпустят? Мне очень жаль, Риана, но ты слишком много видела в замке чародеев. Ты никогда не покинешь его, тебе придется стать служанкой. Я хочу вернуться в деревню. Служить чародеям — большая честь. Я не хочу быть прислугой. Я хочу домой. Если откажешься, тебя изгонят. Я пришлю кого-нибудь за тобой. Кристин? Кристин? Что ты здесь делаешь? Пол никогда не вернется. Ну что ты? Пол заблудился в лесу. Он знает, что мы его ищем. Я так хочу, чтобы он нашелся. Я тоже, малышка. Я тоже. Вставай, Пол. Ты должен идти с Гриваном. Что случилось? Регенты решили изгнать тебя. Но Корион сказал, что я... Корион старый дурак. Я обещала помочь тебе вернуться домой. Ты хочешь туда или нет? И не бойся за Риану, Ашка о ней позаботится. На помощь! Охрана! На помощь! Регент? Ты что делаешь, дурочка? Я пришла за тобой. Полу нужно покинуть замок, но он не хочет без тебя ехать. Конечно, ты можешь остаться здесь и всю жизнь быть служанкой. Подожди. Куда ты меня ведешь? Туда, где тебя не найдут регенты. Добро пожаловать в новый дом. И долго мне здесь сидеть? Пока не скажешь, из чего делают порох. Пол! Стража! Стража! Она помогла мальчишке сбежать. Схватите ее! Фильм подготовлен к эфиру отделом дублирования телерадиокомпании «Петербург, 5 канал». Режиссер озвучания Наталья Черкова. Звукорежиссер Светлана Анопренко. Инженер звукозаписи Вероника Николаева. Текст читали актеры: Светлана Письмиченко, Елена Павловская, Александр Самойлов, Валерий Дьяченко. Редактор Елена Федотова.